Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы продолжаем серию летних передач. Мы находимся на улице, на даче, и к нам сегодня в гости пришел бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо» Андрей Мусяцев. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Да, объясняю вкратце концепцию нашей передачи, как я тебе раньше говорил, но проговорю ее еще раз. Мы встречаемся здесь с друзьями, приглашаем гостей в студию, иногда просим, иногда заставляем их готовить, а потом вместе это все съедаем. Отлично. Я смотрю, ты вообще очень щепетильно все приготовился, да? Ага. Что ты будешь сегодня делать? Так, ну сегодня мы приготовим запеченную свиную шейку со свежими овощами и печеным болгарским перцем. И тартар из форели с авокадо, красным луком. Закусочка. Ну да, все-таки закусочки к, можно сказать, крепким напиткам. Возможным. Да. Хорошо. Вот. Ну, собственно, можно начать приготовление. Да, я думаю, да, сразу имеет смысл начинать. Давай, с чего ты начнешь? Так, ну начну я сейчас с шейки. То есть она у нас готовится дольше всего. Вот. Берем свиную шейку. Вот. Ее нам предварительно нужно замариновать. Вот. Маринуется она примерно от 12 до 24 часов. Ну, ты сейчас быстро маринад будешь делать. Да. То есть сначала нужно ее посолить. Так. Поперчить. Соли, перца можно так. Ну, соли, в принципе, по вкусу, естественно. Перца можно не жалеть. То есть такой вкус он придаст хороший. Паприка сладкая, молотая. Для вида. Для красоты, да, обычно? Ну, для вкуса, для красоты. Да. То есть она будет у нас румяненькая такая. Вот это я использую смесь специй для шашлыка. То есть, в принципе, мы будем шейку нашу на гриле готовить, поэтому... Да, мы уже предварительно уже с тобой сделали. Разогрели. Так. Так, немного. А что туда входит? Здесь кориандр, кумин, куркума, чеснок сухой. Держи. Так. То есть мы добавили все сухие специи. Сейчас нам нужно сюда добавить пару-тройку зубчиков чеснока. Нарежем его меленько. Профессиональными движениями. Я вот совсем-совсем недавно начал учиться этому делать. Да, люди же делают, прямо вот так делают. Да, вот так, да? Да. Ну, смотрят в другое место, разговаривают с тобой и одновременно режут. Это с опытом приходит. Ага. Вот. Но опыт у тебя, я смотрю, большой. Да. Расскажи, вот как ты пришел к этому занятию? Я вот читал предварительную информацию про тебя, да, что одним из толчков послужил чуть ли не Стивен Сигал. Ну, это такая история, можно сказать. Ну, то есть я в детстве очень любил фильмы со Стивеном Сигалом. Вот. И в то же время, как бы, мама меня... Ну, у мамы мне нравилось смотреть, как она готовит. Вот. Есть такой фильм «Захват». Захват. Вот, да, где вот Стивен Сигал играет главную роль, и он играет роль кока на корабле. На корабле, да. Вот. И мне прям захотелось почему-то работать именно вот на корабле поваром. Я вот именно хотел на корабль, где, ну, не такой военный корабль, да, а корабль, где можно кормить туристов. Ну, вот, круизный лайнер, да, условно. Да. Вот. И, ну, так вот. Ну, на самом деле это все у меня задумалось, но потом как-то все затухло. У родителей были... Так, сейчас отвлекусь немного. Давай. В нашу шейку добавляю еще горчицу обычную. Это горчица? Да, горчица. Цвет такой. Все, и то есть мы маринуем. Все хорошенечко. Делаем массаж, можно сказать. Массаж, да. Массаж. Добавляем любви. Да. Добавляем любви и добавляем теплоты рук наших. Да. Всегда же так мнут.
Так, И для мяса. вот промассажировали, Так. немного масла. Это обычное растительное? Да, то есть мы будем на гриле жарить, чтобы у нас там сильно не прилипало ничего. Так, и, собственно, вот наш маринад готов. И должно это помариноваться где-то 12-24 часа. Так, я могу тебе салфетки приготовил. И как в телевидении бывает, мы говорим, ну прошло 12 часов. Да, прошло 12 часов. Так, и, собственно, вот эту шейку нам сейчас нужно обжарить на гриле. Параллельно вместе с ней мы запечем болгарский перец. Тут ничего особенного не надо, просто его маслицем сбрызнем. Вот. И, Ты целиком его будешь делать? да, мы потом его запечем и от кожи почистим. Так. Так. Так, наша решеточка нагрелась. Собственно, можно жарить. И все, пусть стоит, да? Все, пусть она там, да. Время от времени переворачивать и все. Пока она у нас там печься будет. Приступаем к второму блюду. Да, приступаем к второму блюду. Будет у нас тартар из форели. Можно взять форель слабосоленую, как я взял. Вот, а можно взять свежую. Свежую. Опять же замариновать самостоятельно, да? Не, можно вообще для этого блюда можно использовать сырую. То есть мы сейчас, когда будем готовить, там уже будет такой свой маринад, как пятиминутка, можно сказать. Да? Есть же в простонародье такое блюдо, да? Когда рыбу ты поймал. Ну, на севере. Да, рыбу поймал, быстренько, раз ее там соль, перец, там что-то там добавил, масло, уксус и вот готово. Вот тартар похожая история. То есть, да, это блюдо ну, это больше такое европейское, да? Да, вот, но ее не едят холодным. Ее же так, ну, я имею в виду, у нас же сырую рыбу едят обязательно замороженной, ну, там, строганины и все прочее. Здесь уже вот я как раз-таки приехал, когда в Якутию, да, вот здесь начал с местными рыбами экспериментировать. Вот, и, собственно, там тартар, если приготовить из того же чира, вот, получится очень даже замечательно. Неплохо. Да. Ну да. Ради Вот. прикола я тоже иногда готовлю такое. Поэтому... Сам дома, ну. Так, вот рыбу нарезаем кубиками, где-то полсантиметра. А, кубиком? Да. Как, можно сказать, как на индигирку, немного поменьше. Вот. Все это в мисочку отправляем. Смотрю на рыбу, захотелось попробовать. Сейчас попробуем. Попробуем. Ну, давай попробуем. Можно и сейчас попробовать, можно после того, как что получилось. Давай я сделаю так. Так. Это же сказал слабосоленый, да? Да. Так, форель мы нарезали. Сейчас мы порежем огурец туда также кубиком. Андрей, ты же сказал, всю дорогу хотел быть человеком, который готовит. Ага. Ну, как, я не то чтобы связывал свою жизнь именно с профессией повара, вот, потому что у меня родители военные все-таки были, хотели меня по стопам своим отправить. Всегда так бывает. Вот. А я как-то наперекор, что ли, можно сказать, своим родителям, вот, как-то так сложилось. Был летом у бабушки, как раз я 10 класс закончил, и должен был идти в 11, а после уже в высшее военное. Вот. А там у меня ребята, друзья, поступали в речное училище. И я говорю, а что там на коков-то учат? А у меня ж мечта детства. Вот засела и все, под корки сидит и все. Да. И все, они, да, учат. И я туда с ними поступил. Вот. И, собственно, так и началась моя история поварская. Прошел практику после второго курса, и потом уже, вот, когда пошел на третий курс, уже у меня прям цель была попасть на корабль. Так, буженинку, наверное, можно перевернуть. Так, вот она уже румяненькая. Как угли? Нормально. Отлично. Так, отлично, все идет у нас. Вот, и, собственно,
после 3-го курса в Санкт-Петербурге есть такая компания, она до сих пор существует, только, по-моему, название, может быть, поменялось. Viking River Cruises. То есть это... Речные круизы Викинга. Да. О, я неплохо. Это европейская компания, у нее теплоходы по всему миру, 23 теплохода. Ну, на тот момент было, это был 2005 год. Вот, и я туда благополучно попал. Ух ты. Вот. Ну, то есть, ничего себе, то есть ты вчерашний студент, уже сразу на работу устроился. Да, то есть... А это редкость вообще большая или ну, как? это как ты захочешь. Да. То есть, ну, если у тебя есть желание, мы с другом вот учились вместе, и у нас прям мечта такая была. Вот, и мы прям к ней шли, да. Ну, то есть, все-таки Ленинградская область, да, она такая... Санкт-Петербург все-таки судоходный, да, такой город. Конечно, да, Финский залив, вот, все дела. Да. И поэтому, ну, возможности как бы есть. Ну, Куда-то были, попасть да, большие. возможности были. Вот. Красный лук нам понадобится для тартара. И, собственно, попал на корабль, и сразу я, конечно... А кем тебя взяли? Я пришел поваром. Ну, как, якобы нужно было пройти обучение. Вот, я пришел, так как у меня было поварское образование, меня сразу поставили на обжарку мяса. Вот. И что мне очень прям впечатлило, то есть шефы там были иностранцы. Вот, первый шеф... Это какие года, получается? Это 2005 год был. Первый шеф у меня вот чех был, а сушеф австриец. При том, что они оба, ну, один еще там по-русски что-то как-то так, который вот главный, а сушеф австриец, он по-русски вообще. Он первый год в России. Вот. И он, соответственно, меня всему учил. А как ты понимал? Вот. Ну, показывал. Говорит, повторяй. Да, типа да. повторяй, да? Вот этот вот поварской, да, язык жестов, мимики, то есть он там чоп-чоп, буль-буль, там бз-бз, там если что-то. Да-да-да, и вот так вот как бы мы общались, собственно. Интересно. Да, и так вот и началась моя, можно сказать, история. И вот именно теплоходовская вот эта школа, она, ну, дала мне очень хороший толчок. Ну, именно... ты реально в поля попал, практика, ну куда деваться, да? Да, то есть там прям мощная школа такая поварская. Мяту меленько порубим сюда. Так, мята. Немного чили. Вот, чили. Для остротинки. Да, он такую... Это острые чили? Ну, это такой средней остроты, поэтому можно побольше добавить. Если очень острый, то чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, стручок буквально, да? Ну, чтобы... Да нет, стручок это много будет. То есть вот маленечко. Так, это даже, наверное, нам не понадобится. Так. И, собственно, вот мы все ингредиенты добавили. И, сок лимона, наверное. Да, нам нужно теперь заправить. Так. Заправляем мы соком лимона. Прям так. Специально ты так вот так криво и в кость режешь? А это того, мы еще вот, да, отжимать, на украшение это мы используем. ставим. Да. Так. Так, соль. Обязательно. Соль, да. Соль. Ты все на глаз делаешь. Ну, примерно, конечно, ты уже это, настолько да, набил руку, скорее всего. Да. Соль, перец. Перец обязательно. Перец. Слушай, а ты вот так смотри, руками солишь, ты соломки повара специально не используют, да? Ну, чтобы вот так знать. Как-то уже щепотка, вот она, как мерная ложка, да. Так, одну щепотку. Да, соль, перец. Ну, у нас семга же, форель она уже сама по себе, да. Поэтому немного соли. Вот. И заправляем мы так маслом оливковым. Ну, оливковое, да, с растительным микс, потому что оливковое, оно все-таки там, смотря какой отжим, горчит маленько, вот, чтобы не горчило. Все, и, собственно, наш тартарчик готов. Вот. А я как хитрый человек ложкой приготовлю. Уже можно пробовать. И для тартара, да, вот, я очень люблю его с брускетой подавать.
То есть вот у нас есть чиабатта, можно багет, можно вообще любой хлеб. Его нужно... это вот итальянские хлеба, да, все? Да, можно его... Это итальянские же названия, чиабатта, да, багет. да. Хотя по-французски багет французский, чиабатта итальянская, да. Вот, и мы его сейчас поджарим на гриле. Так, у нас тут много, да, поэтому... Ребятам тоже. Конечно. Операторы стоят, облизываются. Редактор тоже облизывается. Вот, его мы как раз тоже сейчас... Чуть-чуть подогреть, да? Ну его не подогреть, а поджарить, чтобы он хрустящий был, нужно поджарить. А, даже так? Да, так. Так. Хорошо. Как у тебя ладно все получается? Так, буженинка там наша, наверное, уже... О, замечательно. Так. Подходит? Поджарилась, да, и сейчас вот мы как раз ее, сейчас это нам уже не понадобится. Так, убираем. Так, так нам фольга нужна. Фольга нужна. А, и она дойдет вот в духовке? Да, и мы сейчас вот эту нашу буженинку поставим в духовочку. Так. Все. Вот она, красивая такая, вот замечательно поджарилась. Чуть-чуть подождем, чуть ребята снимут, покажем. А мне для инстаграма фото. Вот она. Опа. Так, что, заматываю, да, ее? Все, сняли? Заматываем. Все, ее плотненько прям так в фольгу заматываем. И ставим в духовку. Пожалуйста. Нагретая духовка. Отлично. Сколько градусов нужно было? Ну, вообще... Я поставил 180. 180 можно тут даже максимум поставить. Но профессиональные, да, печи конвекционные. То есть это 160-180 Ну да, градусов. там тут такого нету. Вот. И где-то примерно, ну, на такой кусок полчаса примерно, минут. Там, конвекционный? 25, да. А здесь также будет? Здесь, наверное, я думаю, немного подольше. Вот, ну, посмотрим. Так, ну, чтобы красиво у нас было, возьмем формовочное кольцо. Туда. А, все правильно. Вот почему приносят вот такое, да? Чук, как консервная банка, вот такое выложили. Да. Это вот специальное. Слушай, а как ты в Якутии оказался? Вот это такая история интересная. Я в Санкт-Петербурге в 2011 году познакомился вот с шеф-поваром итальянцем. Вот. У него, кстати, мишленовская звезда. Да-да, вот я про это хотел тоже спросить. Вот. И мы открывали ресторан в Санкт-Петербурге. К нему тогда, я это первый раз, на самом деле, когда я работал, по объявлению искал и увидел, что вот итальянский, думаю, с итальянцем круто, с итальянцем не работал, думаю, надо попробовать. Вот. И там кастинг у него такой был вообще сумасшедший. Я туда пришел на собеседование, там что-то человек 50, наверное, на собеседование. Все повара, да. Ничего себе. Так. Вот. Ну и, собственно, прошел там собеседование, потом стажировочку. То есть он посмотрел, как я работаю, ну там что там. Вот. Такую, можно сказать. Я пришел, то есть там много ребят было, и кто как готовит, у всех одно задание было. Вот. Но ему вот типа сделайте яичницу. Ну, типа сделайте пасту карбонару было. Вот. И, собственно, приготовил все, и он говорит, ну все, давай выходи. Вот. Ну, мы еще... То есть из 50 человек ты один выбрался? Нет. То есть он набирал команду для ресторана, и когда мы уже открывали ресторан, у нас в команде было где-то 30 поваров. Ох. Вот. Через месяц осталось 8. Отсеялись. Да, то есть такой... ну то есть испытательный срок. Такой, ну не то, что он просто такой дядька жесткий. Вот, и с ним прям тяжело было работать многим. Вот, а мне наоборот как-то вот это жесткий в смысле как? Он авторитарный режим или там крепок на слово? И то, и другое. Ах ты. Да, то есть, типа, по-моему, либо никак, да? Ну, не, это безусловно. То есть, как шеф сказал, так и должно быть. То есть его стандарты и все. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ничего себе. Да. Вот, и, собственно, с ним вот поработали мы полгода. Он уехал в Москву, а я
получил от него так мало опыта, мне так показалось, что прям еще хотелось с ним поработать. Ну, то есть чувак вообще конкретный. Да, и где-то, наверное, через год мы с ним созвонились. Я говорю, шеф, говорю, блин, было бы классно еще вместе поработать. Он говорит, ну, может быть. Вот. И буквально месяц проходит, и он мне говорит, Андрей, типа, вот, поехали в Якутию. Я, куда? Чего? Это Что? где? Не, ну я сам на Дальнем Востоке родился, поэтому... Ну то есть знал уже Якутию. Да. Знал, что Вот. здесь холодно. Знал, что это далеко и холодно. И холодно. Да. Вот. И он говорит, ну, типа, давай на полгодика. Я говорю, ну, давай. И то есть я сюда поехал только из-за него, что я с ним еще хотел поработать. Вместе поработать. Да. Так, наши брускетки готовы. Так, тарелочку. Тарелочка. А мы сейчас на блюде все подадим. Так. Все. Вот так. Тартарчик наш готов. Я прочитаю. Да, ну, Так, брускетки. Немного рукколы для украшения. Так, ну это уже у тебя сервировка такая. лимончик. Это кому вдруг Да, мало вдруг будет. еще мало. Кому вдруг мало лимончика. Так, и сверху можно оливочкой полить. Вот. Ну, собственно, наше блюдо готово. Вот. Можно его Показывай. дегустировать. Нам нужно было промониторить местные рестораны, чтобы понимать, какую еду люди здесь кушают, что принято, то есть Что модно. ну, на самом деле, вот здесь Якутия немного, да, отстала от центральной России, но сейчас такая тенденция, что быстро набирает обороты, то есть именно вот ресторанный бизнес. То есть в 2013 году мы приехали, здесь вообще как будто бы ничего не было, кроме там Дагандерхана, там что-то там, Европы, там еще что-то там. Вот, то есть особо даже такой вот именно... оставляла желать лучшего, скорее всего. Кухня очень оставляла желать лучшего. Вот. И, собственно, ну, проехали, там свою кухню как бы попробовали предложить людям. Вот. Что-то зашло, что-то не зашло. То есть Италия это же все равно такая Средиземноморье. То есть мы свежую рыбу с Москвы самолетом возили, морепродукты. Вот. Ну, что-то понравилось, что-то не понравилось. Чурраскерия, по-моему, была там еще. Да, было такое дело. Но это было до того, как мы приехали. Вот. И первый раз я попробовал подледного чира. Но попробовал как? Индигирка была, строганина? Нет, у меня друг тоже там с Екатеринбурга, мы вместе здесь работали, вот он тоже, мы его подтянули сюда, можно так сказать. И он сделал хе из чира. Вот. Ну, мы там особо не знали. Хе, это же, по-моему, корейская, да? Да. Да, что-то с специями. Да, то есть он его прям такого подмороженного нарезал, замариновал. И мы вчера целого там килограмма на 3, наверное, мы его вдвоем в один присест, короче, умяли. Вот. И после этого вот я потом вот и индигирку попробовал, и строганину, и жеребятину. И вообще меня это, конечно, впечатлило. Вот эта местная рыба. Чем? В первую очередь? Ну, в первую очередь вкус. То есть ты, да, ешь, и она ни с чем вот не сравнится. То есть, во-первых, да, это ты понимаешь, что ты ешь экологически чистый продукт в первую очередь. Ну да, вот, грубо говоря, вчера плавала мой любимый. Да, вот. И, естественно, то есть, ну, сама вот эта вот подача, да, именно вот замороженная. То есть нигде же так больше не делают, ну, насколько я знаю. Редкая редкость, да. Вот. Где-то, говорят, делают, да. Ну, нет, то есть Якутия, да, это вот, можно сказать, как первопроходцы, да, в этом, я так думаю. Я вот точно там не углублялся, не изучал этот вопрос. Вот, но, допустим, в Санкт-Петербурге, там, в Москве, там, в тот момент про это вообще там, ну, из моих, по крайней мере, там, друзей, знакомых поваров, вообще никто не знал, никто не слышал. Вот, а у меня тут такая возможность это все, так сказать, прочувствовать, попробовать.
И, конечно, я вот именно в эти продукты влюбился. Жеребятина, то есть мне очень понравилось. Так, сейчас мы приготовим для нашей буженины соус. Соус. Да, нам понадобится сок апельсина. Так. Сок апельсина. Я к соусам очень трепетно отношусь, но я вот только-только сам начинаю их готовить. Я вот ведущий передачи буквально полгода, да, и Так. обычно соус, ну вот, барбекю, все. Нет. А так самостоятельно приготовить, это, конечно, другое. Соус это 80% успеха блюда. Вкуса. Блюдо, именно блюдо. То есть, ну, естественно, вкус. Вот, но то есть, как ты, с каким соусом ты подашь это блюдо, так оно к тебе и зайдет. Вот, соответственно, поэтому. Я знаю, итальянцы очень к этому относятся. Я помню фильм это. Вот ты для тебя как захват, да? Для меня это славные парни. Они там в тюрьме, помнишь, чеснок лезвием резали, и 2 часа соус для пасты готовили. Это, наверное, они готовили. Уваривали, да. Алиоли, пеперончино. Так. Ну, я не знаю, что они готовили, но было что-то. Сок апельсина, горчица. Горчица обычная. Горчица зерновая. Зерновая. Вот, и обычная. Так. Потом мы возьмем немного бальзамического уксуса. Бальзамика. Ацето бальзамико. Ага. Правильно? Да. Так. Возьмем немного бальзамического крема. А это что такое? Ну, это крем тоже на основе бальзамического уксуса. Он просто такой сладенький, с сахарком там и кремообразный такой. Вот. Нам понадобится мед обязательно. Мед. Мед жидкий, обычный, да? Угу. Так, буквально. Какой так. лучше, липовый брать? Цветочный? Из акации вообще. Самый четкий. Вот именно для приготовления соусов. Из акации. Да, мед из акации. Акация это же какой-то где-то там чуть ли не в тропиках растет. Что, на юге растет? На юге, да. Так, собственно, мы добавили все ингредиенты. Сейчас перемешаем венчиком. И сейчас, наверное, ты мне поможешь, да? Да, могу. Так, нам нужно сюда добавить масло. Вот, то есть это принцип такой эмульсии, да? Потихоньку. Да, ну нет, ты лей нормально, не бойся. Так. Лей. Прям нажми на него, вот. Угу. Оливковое же. Да, микс. Это масло микс, то есть оливковое с растительным. Так. Еще? Лей, да. Я думаю, я пересыпал. А я просто что-то люблю много готовить. У нас много. Закончилось? Отлично. Все должно было закончиться. Да. Вот такой у нас вот соусец получился. Так. И все это? Или все? Сейчас попробуем. Вообще четкий. Как? Нотки остринки потом уже, да? Сначала как Ну будто тут сладкий, да. остроты, то есть кисло, сладко. Соль, Да. соль забыл добавить. Кисло-сладко-соленый. Должен получиться. Ага. То есть мы когда сейчас будем его использовать, нам уже овощи в принципе ничем не нужно будет заправлять. То есть мы заправим вот этим соусом, и у нас получится полноценный. Не надо что делать. Для шейки нам фасоль понадобится стручковая, помидоры черри. Так, это гарнирчик. Да, это вот тоже как у нас закусочка. И красный лучок соломочкой мы порежем. Слушай, а ты сам что любишь кушать? Ой, я вообще всеядный, если честно. Но больше я, конечно, мясо, морепродукты очень люблю. Любимое блюдо. Морепродукты я полюбил, когда вот с итальянцем как раз начал. То есть я когда понял, как их готовить, с чем их готовить. И прям для меня это таким открытием было. Потому что когда до того, как я с ним начал работать, мне казалось, что я очень крутой повар, я очень много всего знаю.
Вот. Не надо меня учить. Ну, типа чуть ли не того, так, да. Молодой, амбициозный, Вот. как ты говоришь, да? А когда поработал с ним, я понял, что я не знаю Надо шпить немножко. практически... хорошо, можно. Хорошо, да? Поменьше, да? Ну да, как говорится, чем больше знаешь, что, оказывается, ничего не знаешь. Да, ну вот именно чем мне нравится поварская профессия, что ты каждый день можешь узнавать что-то новое. Совершенствуешься. То есть, да, и расти там, развиваться. То есть нету вообще границ, границы вообще отсутствуют. Вот, поэтому тут такой как бы... Ну да, я читал, что даже яичницу можно готовить по-разному. Ну, да. Правильное приготовление, да. Кто-то говорит, сходи туда, говорит, там яичницу настолько готовят, говорит, ты забудешь, говорит, о других яичницах. Может такое произойти? Может, почему нет? Да. Так, Ну а про любимое блюдо. про любимое блюдо. Что ты мог бы есть каждый день? Вдруг другой еды нету, да? Как говорит старшая дочь, я могу есть каждый день авокадо и красную икру. Круто. Вот. Ну, я больше такую домашнюю еду люблю, там, не знаю. Русская Вот. кухня? Да, наверное, русскую. Пирожки, Вот. блины, каши, Не то, борщи. котлеты вот я люблю. У меня тетя очень такие шикарные котлеты готовила, я их прям готов был каждый день, наверное, есть. Вот. А так вот буябес я люблю очень, то есть с морепродуктами. Испанский суп, по-моему. Да, суп. Так. Горячий? Не горячий? Да, у меня руки привыкшие, поэтому. Ух ты, Для вас горячий, для меня не горячий. надо же. Натренированные, да? Да. Слушай, как ты считаешь, вот что в первую очередь нужно для того, чтобы ресторан открыть? Ну, либо стать человеком, который имеет свой ресторан. Ну, во-первых, это желание. Желание. Да. То есть, А вот может человек, который, ну, скажем так, без образования, да, просто взять и сказать, блин, я хочу ресторан и но сделать для это. этого человеку нужно будет, во-первых, финансы. Вот, и Ну, вложиться. да, во-вторых, нужна команда. Вот, потому что без хорошей команды ты не откроешь хороший ресторан. Вот это, наверное, такое главное условие. То есть тебе нужно будет нанять людей, которые в этом понимают. Мгм. И Вот. любят это делать. Ну, да, потому что, ну, типа, мы с тобой, ну, если бы мы с тобой не имели отношения к этой сфере, да, и такие, ну, давай откроем ресторан, а как же там все происходит? Ты же не можешь там сесть и на ракете полететь, да, в космос. То есть Ну, тебе же надо на этого учиться, там, да, ну, даже за машину, да. Ну, права надо. что-то знать. Вот. И здесь, соответственно, точно так же. Вот. Ты без знаний о том, как работает ресторан, как... То есть это для гостя, да, это кажется, ну что там ресторан Да, открыть? ну приготовили, Ну, вот да, вынесли. приготовили, вынесли, все. А то есть внутренние там коммуникации вот эти, Что там происходит? да, контроль сырья, там, опять же, персонал, да, с персоналом это вообще отдельная история, очень тяжелая. То есть, в принципе, ну, не только, допустим, в Якутии, да, но и в России, да, кадровая вот эта история Ну, допустим, официантами, да? Ну, в основном же студенты. ну да, Чуть ли не так. Ну, в ну, России так. официанты, да, опять же, вот у тебя придут в ресторан работать студенты, да, это же их тоже научить надо. Конечно. Вот, а официант это связующее звено между, ну, то есть в ресторане, да, между гостем, то есть он непосредственно лицо ресторана, да, официант, который предлагает гостю. Вот, соответственно, официанта нужно обучить так, как ты хочешь, чтобы твой ресторан работал. То есть, чтобы гость ушел счастливый из твоего ресторана. Вот. Ну и понятно, наверное, уже там такие моменты, как атмосфера в ресторане, да. Уют, там, Вот, да? да. Ну, А самое главное, все-таки, что считаешь? Или это в совокупность всех данных? тут как тут нету главного, тут есть много мелочей.
Так, наша буженинка получается готова. Ох, как пахнет. Так, Режем ее? Или ну что делать? сейчас мы, да, посмотрим, что она там у нас. Специальная вилочка. Так. А вот ты смотри, вытаскивал, так пальцем сделал, это вот на готовность, да? Ну да, проверил. Вот, то есть, если она сыроватая внутри, то как бы такое... Твердое будет, да? Не, наоборот, такое, как провалится мягкое. А когда готово, оно уже такое более упругое, как бы мясо. А, ну то есть она воду Да, отпустила, да. и все. Понял. Так, ну, собственно, тогда... А ты не используешь вот эти вот такие, бывает термометр такие? Ну, вообще на профессиональной кухне нужно использовать, но Для стейков там, да? для... Ну, я, допустим, стейк так пойму, готов. А, или не ну вот готов, да, пальцем, ну да. сколько там это. Вот, а вообще для поваров, конечно, это удобно, то есть ты тогда... Когда в торопях раз-раз. Да, точно будешь знать, какая у тебя прожарка. Вот, так, салатик мы подготовили. Буженинку нашу сейчас мы порежем. Ну, готово. Готово. Ну, буженинку нельзя же готовить rare, medium rare. Ну, нет. Она medium или well done, да? Ну, medium well можно. Вот у Medium нас well. как раз такая слегка розовая. Она, ну, не разваливается. Вообще идеальная температура для буженины внутри мяса 68 градусов. Ну, здесь как раз вот сейчас у нас так Так и и получилось. получилось, да. Ну, это очень хорошо. Повар — это вечная профессия. Андрей, А. Вот ты, я спрашивал тебя про Мишлен и все прочее, да? А кем ты видишь себя в будущем? Есть какая-нибудь у тебя мечта? Мечта, безусловно, есть. Мгм. Я себя вижу успешным блогером. Блогером? Да. Фудблогером? Ну да, я вот сейчас как раз работаю над этим. Вот. Хочу свою страничку, вот, где я буду делиться с людьми. С какими-то секретами? Ну, не секретами, просто на самом деле я хочу построить на том, что готовить это на самом деле просто, вот, и быстро. Ну, как наша передача, просто вкусно. Да, да. Наш салатик. Салатик сверху. Так, и финальный аккорд, да, вот наш А, горчичный сколько ты говорил соус. процентов? Это 80%. Да, 80% успеха блюда. Ой. И красоту, да, так навести? Так, и сверху мы посыпем. Сейчас же очень много ресторанов становится, которые работают по принципу франшиз. Ага, И они, ну, скажем так, те, которые имеют успех, ну, они уже имеют успех, да? Ну, допустим, у нас Шашлыков вот пришел. Говорят, где-то он не сильно популярный, да, но в Якутске, например, сам по себе такой, да? А как считаешь, какие-то такие, ну, местные, национальные кухни, там, аутентичные рестораны имеют возможность конкурировать. конкурировать, да, и, может быть, даже свои франшизы открывать? Что, как ты считаешь, нужно? Ну, конкурировать, я думаю, безусловно. Ну, тут, как сказать-то, нужно пробовать, да, то есть ты все равно путем проб и ошибок приходишь к какому-то результату. Вот, и безусловно, если ты будешь стараться продвигать какой-то продукт, то есть вот мы уже как поговорили, да, в центральной России уже, да, там где-то есть в каких-то ресторанах там и строганина, и индигирка. Дуэты в Москве открывались, там я вот Вот. тоже думал, ну, нифига, индигирку подают. Да, ну это, кстати, вот дуэты, которые здесь были. Да, в Москве, я знаю, да. Караоке там было. Да, ходили. он, кстати, работает до сих До пор. сих пор, да? Да. Ага. Вот. И, собственно, ну почему нет? То есть надо тут только пробовать, стараться, что-то делать, и все тогда получится, я так думаю. Вот. А насчет франшизы, ну, если у тебя зайдет, ну, если продукт у тебя заходит, то можно, да, остановиться на каком-то
одном продукте, из одного продукта сделать франшизу. Ну, то есть там не нужно тебе, чтобы у тебя был прям ресторан. Может быть, какой-то ты там, не знаю, чебуреки там с чером, например, да, где-нибудь там сделаешь, да, у тебя люди, о, нифиг, да, как это И попрут круто. на это. Да, и чисто у тебя на этом будет бизнес. Да, например, меня удивило, моно-рестораны, да, ну, например, в Штатах очень много стейкхаусов. Я ходил в Питер Люгер, который 1800 там какого-то 90-го года работает, жарит только стейки, больше ничего. Да. Ну и подают красное вино, все. Да, да, почему нет? Да, жарят стейки, только стейки, рибаи, там, ну, всевозможные стриплоины, нью-йорки. Да. Это на самом деле, ну, И не попадешь. Запись туда, идет. естественно, да, есть рестораны, где ты там за месяц, за два. Да, за полгода. Да. И звезды ходят. Вроде как я зашел, ну, как-то тут, ну, не сказать, что там интерьер там офигенный, да, все прочее. Ну, музыка там камерная, там все играет, но при этом довольно все простенько. Ну да. Да, ну стейки просто были потрясающие. Да, согласен. Ну, в Америке как бы по стейкам, да, Да, они специалисты. Техас, да, Вот, техасский. это. Вот. Мне из стейков, да, еще есть эти вагю, да, японская говядина. Вот. Они, конечно, еще там премиум, да, качество. Вот. Ну, это мраморную, которую они там коров заставляют лежать и там зерном кормиться. Да. Вот. Удавалось как-то один раз попробовать. Вот, конечно, несравнимые ни с чем удовольствия. Вот. А что самое экзотичное ты пробовал вообще? Экзотичное. Так, даже. Да. Самое экзотичное, это я вот здесь, наверное, попробовал. Харту. Хатта? Да. Ну. Но она действительно не всем заходит. Да, и, ну, кровяная вот колбаса, это вот прям такое вот для меня открытие было. Вот. Так, ну что ж, Андрей, я предлагаю Попробовать. отвлечься от разговоров, да, и пока горяченькое уже все попробовать. Так, ну, собственно, вот наша шейка, да, готова. Сюда мы еще сейчас свежего шпинатика добавим. Вот. Собственно, такие вот закусочки. Кстати, вот эта шейка, да, она... Это мы сейчас в такой в горячем виде подали, в теплом, да, можно сказать. Вообще холодная, она на следующий день как айгоз, да. А я вот, ну, да, вот, зайдет. да, вот еще вкуснее будет. Так, ну что, Че? с чего начинаем? Пробуем? Ну да, пробуем с тартара. Тартара. Так, вилочку тебе. А подожди, я ее использовал. Чистую, держи. Так, ну вот я люблю тартар вот таким образом. Как делать надо? То есть берешь тартарчик. Ну я вот именно вот так люблю, на брускетку. На брускетку сверху рукколы листочек. Как в современном мире не сфотографируешь, не съешь. Быстро, просто, вкусно. Вкусно? Попробовали буженинку, попробовали тартарчик. Андрей, хочу еще раз тебе большое спасибо сказать за то, что был гостем, да, и хотел бы тебе слово предоставить для наших телезрителей. Спасибо большое, что пригласили меня. Очень приятно было познакомиться. Вот. И как мы увидели, что готовить просто и вкусно из подручных, можно сказать, ингредиентов. Хотелось бы пожелать всем хорошего дня, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Всем удачи. А я Петр Цепандин. Уходим за кадр. Программа «Просто вкусно». Продолжаем кушать наши вкусные блюда. И смотрите нас на канале Якутия-24. На этом мы прощаемся. Но не прощаемся с Андреем. Продолжаем кушать. Кушаем. Нормально? Нормально.